Ямайка готовится к одним из самых значимых выборов в своей современной истории. Однако в центре внимания не только политика, но и популярная культура. 19 января несколько дансхолл-артистов выразили свою поддержку Народной национальной партии, выступив на ее предвыборном митинге в Кейф-Вэлли, Сент-Энн. На этом крупном мероприятии присутствовали многие видные члены оппозиционной партии и ее лидер Марк Голдинг. Среди вышедших на сцену исполнителей были такие звезды, как Попкан, Хроник Ло, Джавилани и другие. Эти артисты пополнили и без того длинный список местных исполнителей, которые уже публично выражали свою поддержку PNP. В их число входят, например, Вайбс Картель, Биниман и Буджу Бантон. Митинг в Кейф-Вэлли, конечно, не обошелся без инцидентов. В соцсетях завирусился момент, когда Хроник Ло во время своего выступления употребил знаменитую ругательную фразу. Причем именно тогда, когда за его спиной оказался сам Голдинг. Очевидно, артист просто забыл на мгновение, где находится, и начал взаимодействовать с публикой в своей привычной манере. Услышав нецензурное выражение, Попкан тут же поспешил забрать у коллеги микрофон и извиниться перед зрителями. Напомню, что всеобщие парламентские выборы пройдут на Ямайке в 2025 году. Дата пока не определена, но они должны состояться не позднее ноября. Выбирать будут депутатов Палаты представителей, которые затем сформируют правительство. Всего их 63. Именно это голосование определит, останется ли у власти лейбористская партия Ямайки, возглавляемая Эндрю Холнесом, или ее сменит Народная национальная партия во главе с Марком Голдингом. На данный момент GLP удерживает власть уже почти 9 лет. Их победа в 2020 году стала сокрушительной. 49 мест против 14 у PNP. Последние годы партия активно работала над экономическим ростом. Однако оппозиция критикует их за высокий уровень преступности, социальное неравенство и недостаточные усилия в борьбе с коррупцией. Кстати, еще один важный момент по поводу этих выборов. Вполне возможно, они пройдут на фоне перехода Ямайки к республиканской форме правления. По крайней мере, правительство планирует вскоре принять соответствующие реформы, чтобы наконец-то выйти из-под власти британского монарха. И, конечно, это исторический момент для всего острова. Jamaica, Jamaica!